Учебные заведения Абхазии готовы к новому учебному году, сообщил президенту министр образования и науки Адгур Какоба. 156 школ республики распахнут свои двери для более чем 2600 первоклассников. Конечно, не все школы готовы в одинаковой степени. По словам Адгура Какоба, есть еще около 50 школ, где нужно проводить ремонт. И есть школы, нуждающиеся и в капитальном ремонте. По мере возможности, благодаря поддержке руководства страны, этот вопрос решается поэтапно. Так, в этом году администрации Гагарского района были выделены средства на завершение ремонта Бзыбской средней школы имени Георгия Алшунба. Частичный ремонт учебного заведения был начат в 2016 году, после того, как в школе побывал президент Рауль Хаджимба. Тогда смогли отремонтировать коридоры и несколько классов. На эти цели было выделено порядка 3 миллионов рублей. Сейчас здесь отремонтированы все классные комнаты, установлены новые стеклопакеты, окрашены стены и потолки, кое-где заменены полы. В общем, школа в обновленном виде готова к началу нового учебного года. Кроме того, как отметил Адгур Какоба, при поддержке президента Министерство образования закупило парты и необходимый школьный инвентарь, который затем распределили по всем районам Абхазии. Основная проблема, которая требует постоянного внимания – наличие необходимого количества учебной литературы. В этом году в абхазские школы республики поступило 15 наименований новых учебников. Кроме того, готов к изданию учебник по истории Абхазии на абхазском языке. И, возможно, в ближайшее время учащиеся абхазских школ смогут изучать историю на родном языке. Что касается российских учебников, то, как сообщил Адгур Какоба, сейчас с издательствами идут переговоры о возможности переиздания этих книг в Абхазии. Учебники, рекомендованные Министерством образования и науки Абхазии, они все готовы, и даже уже мы раздали по школам, по районам. Вот с российскими учебниками чуть дела обстоят иначе. Они доходят до Абхазии коммерческим путем. Какие-то учебники бывают очень дорогие, но пока придется покупать это все родителям. Но мы планируем, мы уже договаривались с издательствами «Дрофа» и «Просвещение», обещали нам дать право, авторское право, чтобы эти учебники для нашей республики мы могли переиздавать. И тогда, по нашим подсчетам, почти в 2 раза дешевле уже можно будет их приобретать. В этом году во всех школах Абхазии введена школьная форма. Рауль Хаджимба обратил внимание Адгура Какоба на необходимость поддержки малообеспеченных и многодетных семей в вопросе приобретения формы. Я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на положение дел, связанное с введением в школах единой формы. Да, школьная форма организует, дисциплинирует, это красиво, но хотелось бы, чтобы и родители, которые к нам обращаются после вашего решения и свидетельствующие о том, что не все могут приобретать эту школьную форму, я просил бы вас учесть вот эту группу людей, и по возможности нам нужно создавать условия для того, чтобы люди не остались бы за бортом принятых вами решений. Адгур Какоба отметил, что уже в этом году дети из многодетных семей бесплатно получат новую школьную форму. На эти цели государство выделило 1 миллион рублей. Списки тех, кто получит в подарок школьную форму, формировались в районах. Там же на месте из поступивших заявлений выбирали самые нуждающиеся семьи. Общее количество приобретенных форм – 480 комплектов. Как подчеркнул Адгур Какоба, такую акцию министерство планирует организовать и в следующем году. Необходимые на это средства будут заложены в бюджете страны. Адгур Какоба рассказал президенту о работе, проводимой ведомством в области повышения квалификации учителей. С 2016 года Министерство образования и науки предоставляет педагогам возможность повысить квалификацию, не выезжая за пределы республики. В этом году семинары и практикумы были проведены для преподавателей обществознания, биологии и химии. По окончании семинаров педагоги получат не только сертификаты, но и смогут повысить свои категории. Рауль Хаджимба и Адгур Какоба также обсудили необходимость введения в Абхазии единой формы обучения по одинаковым учебникам. Как сообщил в ходе встречи Адгур Какоба, завершена работа над законом об образовании, и в ближайшее время законопроект будет представлен президенту.